Искренняя просьба в молитве движет Иисусом. Есть история в Писании про женщину хананеянку, язычницу, записана в Евангелии от Марка в 15 главе. Она подошла к Иисусу и просила за свою дочку и говорит: «Господи, сын Давидов, помилуй меня, исцели мою дочку, она жестоко беснуется». Но Иисус ей не отвечал ни слова. Да, она была искренне, но искренность, она будет проверена. И насколько ты искренен до конца? Искренен ли ты вообще? Или просто хочешь попробовать, попытаться? И Иисус идет мимо дальше. Ну, во-первых, мы видим, что женщина здесь, она пыталась вести себя, как будто она иудейка. Но она не иудейка. Она сказала: «Сын Давидов». Это не ее должна быть фраза. И Иисус идет мимо. Ученики говорят: «Ну, пожалуйста, помоги». И она кричит за нами. Иисус даже не с ней, а с учениками говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». И, и тогда она подходит и кланяется, и просит уже совершенно по-другому, все так же искренне, но уже и смиренно. Говорит: «Приди, помоги мне». И Иисус все равно ей отвечает: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Он показывает, что ты не из иудеев. Как я приду, я буду тебе помогать. Такой, знаете, такой посыл в ее адрес. Немножко даже, может, мог ее расстроить. Но искренность, вот это искреннее желание, чтобы пришел ответ, он просто не дал ей возможность расстроиться. Она ответила ему, говорят: «Ну и псы едят крохи, которые падают со стола». Иисус поворачивается к ней и говорит: «Послушай, женщина, велика твоя вера». Смирение она проявила почтение, она проявила постоянство, она шла до конца. Но самое главное, мы видим, она была искренней, у нее было искреннее желание, чтобы Иисус помог ее дочери. И она готова была поступиться с какими-то своими там пониманиями, с какими-то убеждениями, с какими-то принципами даже своими, которые на самом деле не помогали никак ей и ее дочке. Она пошла до конца. Искренняя молитва, искренний крик о помощи движет Иисусом. Продолжай доверять Ему, и если ты молишься и просишь у Него, проверь свое сердце, настрой свою искренность, вернись к этой искренности и продолжай ожидать от Него искреннего ответа.